Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Сегодня у нас 25-й урок. Тема урока бұйрық рай, бірінші шаг, повелительные наклонения, первое лицо, жекеше түрі, единственное число. Как вы уже знаете, в казахском языке аффиксы могут обозначать определенные понятия и переводиться как самостоятельное слово. Тому пример аффиксы, которые сейчас будем рассматривать. Вот наши глаголы. Бірінші жақ – это первое лицо. Формула негіз плюс айн, ейн, ин, ин. То есть вы уже знаете твердое слово, твердые аффиксы. Вот. Мягкое слово, мягкие аффиксы. Слово оканчивается на согласный, аффикс начинается с гласного. Слово оканчивается на гласный, аффикс начинается с согласного. Итак, давайте будем подставлять. Мен барайын, мен келейін, мен қарайын, мен емдейін. Позвольте мне пойти. Позвольте мне прийти. Позвольте мне посмотреть. Позвольте мне полечить. Вот этот пример хочется сразу же озвучить. Вот, допустим, человек сидит в обществе своих друзей или же родственников, поговорили, попили, там поели, и человеку нужно уходить. Он не может встать и уйти. Он должен что-то сказать. И это что-то будет мен барайын или мен кетейін. И тогда человек может уходить. Если к этой конструкции добавить ш, то получится: позвольте мне пойти, пожалуйста. Позвольте мне прийти, пожалуйста. Позвольте мне посмотреть, пожалуйста. Позвольте мне полечить, пожалуйста. Бұйрық рай, үшінші жақ, повелительные наклонения, третье лицо, жекеше түрі, единственное число. Формула такая: негіз плюс сын, сын. Итак, добавляем. Барсын, пусть пойдет. Келсін, пусть придет. Қарасын, пусть посмотрит. Емдесін, пусть полечит. А если мы добавим аффиксы ш, то получится пожалуйста. Пожалуйста, пусть он пойдет. Пожалуйста, пусть он придет. Пожалуйста, пусть он посмотрит. Пожалуйста, пусть он полечит. Множественное число көпше түрі. Негіз плюс айық, еек, иек, иек. Вот без стоит местоимение во множественном числе. И добавляем аффиксы. Итак, біз барайық, біз келейік, біз қарайық, біз емдейік. Давайте мы пойдем. Давайте мы придем. Давайте мы посмотрим. Давайте мы полечим. Получается, эти аффиксы переводятся как «давайте». Ну и если мы добавим аффиксы ш, то получится «пожалуйста». Пожалуйста, давайте мы пойдем. Пожалуйста, давайте мы придем. Пожалуйста, давайте мы посмотрим. Пожалуйста, мы полечим. Көпше түрі, множественное число. Формула негіз плюс сын, сын. Они уже стоят в этой форме, потому что форма множественного числа полностью совпадает с формой единственного числа. Чтобы получилось множественное число, достаточно представить местоимение олар перед глаголом, и получится: пусть они пойдут, пусть они придут, пусть они посмотрят, пусть они полечат. А если же мы поставим ш, то получится пожалуйста. Пусть они пойдут, пожалуйста. Пусть они придут, пожалуйста. Пусть они посмотрят, пожалуйста. Пусть они полечат, пожалуйста. Мысалдар, примеры. Дүкенде балам не сатып алайын? Ойыншық сатып ал. Қандай ойыншық? Доп. В магазине.
Сынок, что купить? Что позволишь мне купить? Игрушку купи. Какую игрушку? Мяч. Сен кешке боссың ба? Иә, боспын. Онда бірге қыдырайық. Жанарға да айт, бізбен жүрсін. Жарайды, айтамын. Ты вечером свободна? Да, свободна. Тогда давай вместе погуляем. Скажи и Жанар. Пусть идет с нами. Ладно, скажу. Итак, завершая урок, можем заключить, что первое лицо повелительного наклонения имеет аффиксы ein, ein, in, in в единственном числе и аек, еек, ик, ик во множественном числе, а третье лицо имеет аффиксы сын, сын, как в единственном, так и во множественном числе. При добавлении к ним аффиксов ш, ш означает «пожалуйста».